Вашему вниманию я представляю педагогический лайфхак с использованием графического планшета на уроках письма и букваря в первом классе. Всем привет! Меня зовут Иванова Марина Лукинишна. Я учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 7 города Якутска. Во время дистанционного обучения я столкнулась с проблемой, как научить детей на уроке письма писать правильно буквы. На уроке обычно учитель объясняет и показывает на доске, как пишется та или иная буква. А как же быть во время дистанционного обучения? На помощь мне пришел графический планшет и программа OneNote for Windows 10. В программе OneNote for Windows создаются презентации к урокам, и учителю удобно писать на графическом планшете, и дети это видят, что работают очень аккуратно. Например, мы запишем 2 марта. Создаются следующие слайды, и это все сохраняется. Вот, например, на данный момент мы можем увидеть то, что мы делали на прошлых уроках, и детям можно сказать: вот, давайте, ребята, вспомним, что мы проходили 26 января, вспомним алгоритм списывания предложения. Так, и какую букву мы проходили на прошлом уроке? Мы учились писать букву П. Давайте вспомним, как мы ее писали. Мною были созданы обучающие видеоролики по письму и букварю. Это слово называет действие предмета. Розы. Что розы? Это слово называет предмет. В инстаграме нашего класса также выкладываются обучающие видеоролики по списыванию предложения, как записать предложение на слух, а также консультации для родителей. У, И. 2 гласные, значит 2 слога. Считаю. Суслик. Ставлю ударение. Суслик. Пишу, диктуя себе по слогам. Выделяю гласные У, И. Делю на слоги, читая. Суслик. Ставлю ударение. Суслик. А как правильно написать строчную букву З? Ниже верхней линии рабочей строки ведем вверх, закругляем. Вниз. Закругляем. Петля. Вверх ведем линию, пересекаем нижнюю линию рабочей строки. А теперь сравните свою букву З с образцом в прописи. Я надеюсь, что вам понравился педагогический лайфхак с применением графического планшета в программе OneNote.